Ну, стали строить малины. Малины – это обыкновенный погреб, который сделали различные укрытия. Вот дедушка мой сказал, я построю малину, что наша семья вся останется жива. Дедушка стал строить малину с братом. И, значит, землю выносили зимой, ночью, далеко от дома, чтобы никто не видел, что здесь что-то строится. И вначале даже фашисты, когда были малины, начинались погромы, они входили в дома и не видели людей. Они даже не знали, что люди прячутся в малинах. И вот нашу малину дедушка построил. Малину, у нас был плательный шкаф еще стоял, дырку в плательном шкафу делали, дырку в полу. И дедушка, когда начинался погром, у нас всех спускал в эту малину. Он думал, что только наша семья туда войдет. Но все, кто жил в этом доме, тоже полезли в малину. И попробуй не пусти кого-то, тут же скажут, что вот они тут находятся. И, значит, все туда вошли. Было очень тесно, дышать было нечем, темно было. Мама вошла с грудным маленьким ребенком. И когда мы услышали, что фашисты вошли в дом, мы услышали немецкую речь, это топот сапог их, сестричка заплакала. Мама прижала ее к груди, и, наверное, что-то кто-то ей положил в рот. Она замолчала, ну и все, чтобы спасти всех, молчит хорошо. И когда после погрома мы вышли из малины, мы услышали мамин крик, мама кричала, просто мы подбежали к ней, и сестричка была мертва. Вот это наша единственная могилка, которая была до ликвидации еврейского кладбища, вот на еврейском кладбище. Остальные, как погибали, мы даже не знаем где, когда и что. Потому что семья была большая, мы когда стали с братом подсчитывать, мы с ним подсчитали, что у нас в гетто погибло больше 52 человек. Были дома, к нам вошли эсэсовцы, полицаи, и сказали маме одеваться. Мама оделась и говорит брату, что я возьму Маю с собой, может, меня отпустят. А брат сказал маме, что он не останется с маленькой сестричкой. Ей тогда было 5-й год шел. Он говорит, я с Майей буду. Значит, мама взяла младшую сестричку, которой 38-го года была, и ее увели. Долго не было, потом по гетто раздался слух, что на Юбилейной площади стоят висельницы, и там повешены люди. Брат взял меня, мы побежали туда, и мы действительно на первой висельнице увидели маму. У нее были очень длинные черные волосы, и волосы развивались на ветру. Сестрички среди повешенных не было. Мы так и не знаем, где она, что с ней и как с ней, что с ней было. 43-й год, мамы нету, дедушки нету, бабушки нету. Мы остались брат, я и старшая сестра. Старшая сестра, ее взяли и сдали в детский дом. Кто ее сдавал, что ее сдали, я так и не знаю. На оккупированной территории она была в детском доме. А я осталась вдвоем с братом. Брат, значит, выводил людей, и когда он ушел с группой, он оставил меня на женщину, которая жила в нашем доме. Сказала, я скоро вернусь. Он ей сказал, ты присмотри за Майей, я потом вас тоже отведу в партизаны. Ну, она за мной смотрела, как могла, потом в один из дней она не вернулась. Это уже был 43-й год, когда фашисты уже уничтожали даже рабочие бригады. Вот она с рабочей бригады ушла и не вернулась. Я осталась совершенно одна. Я уже была вся опухшая, ноги, руки, на голове были вши, больки, как шапка была у меня на голове.
И я уже лежала и говорила, скорее бы мне умереть, чем так мучиться. И, короче говоря, вдруг приходит брат, возвращается, заходит через проволоку со стороны вокзала, и на кладбище еврейском его встречают молодые ребята. Ты откуда? Он говорит, а что, гетто уже не существует? Они говорят, нет, еще существует. В общем, они узнали, что он пришел с партизан, его сразу поместили в больницу, в еврейскую, и сказали, что, мол, вот мы сейчас собираем группу, ты отведешь эту группу в партизаны, лекарства, оружие и группу людей. Вот. А мы за твоей сестрой посмотрим. В общем, меня накормили, помыли. И я каждый раз, мы жили напротив больницы, я каждый раз прибегала к нему, и мы с ним разговаривали, его не выпускали, он был закрытый. И вот 21 октября 1943 года я вышла из дому, наши окна выходили прямо на центральные ворота. Вот, я вышла и увидела, что около ворот очень много машин, мотоциклистов, немецкие колонны, полицаев много. Я сразу догадалась, что это погром. Я подбежала к окну и стала кричать, Йоська, погром будет. И он по водосточной трубе со второго этажа спустился. И мы с ним побежали, вошли в один дом, во второй, в третий дом. Все малины были переполнены. И слава Богу, что мы не попали с ним в малину. Мы побежали к еврейскому кладбищу. И он говорит, давай, что будет. Я идти не могла, он взял меня на плечи. И мы с ним к концу проволоки посмотрели, никого у проволоки не было. Потому что все силы были собраны уже на уничтожение гетто. И мы с ним подлезли под проволоку, содрали с себя эти желтые латы. Конечно, были оборванные, грязные. И за нами побежало человек 15 ребят, мальчики в основном. И мы прибежали на вокзал. Там был уже близко вокзал. И мы прибежали на вокзал, и брат сказал, вы разойдитесь все по вокзалу, не ходите группами по одному, по два человека. Когда стемнеет, соберетесь за вокзалом. Вот, когда стемнело, мы все забрали за вокзалом. И брат сказал, что вот за вокзалом есть большие трубы. И вот мы в эти трубы влезли, сидели там на четверенках, голодные. Очень холодно было очень, это был уже октябрь месяц, это конец октября, уже начинали заморозки. В общем, брат каждый раз посылал ребят узнать, гетто существует еще или нет. Ребята приходили и говорили, что в гетто никого не осталось. И вот 23 октября 1943 года Минское гетто перестало существовать. Вот, брат, когда узнал, что гетто уже нету, он сказал ребятам, что он отвезет нас в партизанский отряд, если только вы будете слушаться меня, и я вас отведу партизанам. В общем, мы 3 дня там сидели, это был уже конец октября. Значит, он нас построил по 2 человека с тем условием, что по очереди все будут нести меня на плечах, потому что я идти не могла. Я была вся опухшая, голодная, оборванная. Короче говоря, мы шли где-то 3 или 4 дня. Шли днем, шли немецкие машины, колонны, мотоциклисты. На нас никто не обращал внимания. Когда стемнело, мы уходили в лес. До рассвета сидели в лесу, ели эту мерзлую траву, кору с деревьев обрывали. В общем, это было где-то 104 километра или больше, я даже точно не могу сказать. Мы пришли в деревню Поречье. Когда Лапидус увидел такую массу людей, он не знал, что с нами делать. Во-первых, это был действующий отряд. Туда приходили и фашисты, и были бои в этой деревне. Короче говоря, они нашли большую хату, поселили в этой хате солому, поставили большой стол деревянный, а на деревянный стол большое корыто для свиней.
И вот я помню эти кормежки, когда наливали воды, немножко муки, и мы эту затирку или поклепку, как она называлась, у кого была банка, у кого была кружка, у кого что было. В основном это были железные банки. Мы черпали эту еду, и вот так мы питались. Единственная, самая вкусная еда, которая мне запомнилась на всю свою жизнь, это была печеная картошка, которую пекли в русской печке, клали в большую корзину, трясли ее и бросали нам. Мы хватали эту картошку, и это была самая вкусная еда в нашей жизни. Когда Лапидус увидел, что дети будут умирать с голоду, тогда было вынесено решение всех детей раздать по хатам, каждую хату по одному ребенку. Вот я попала к Анастасии Зиновьевне в курс. У нее своих детей в то время не было, она только вышла замуж. Муж ее был в партизанском отряде. Вот. Когда Настя увидела меня, я была вся опухшая, вся в овшах. Когда она меня положила спать на белую наволочку, уже по наволочке бегали вши, а брат попал в другую хату, потому что по двоих никто не мог прокормить. И тогда Настя сказала брату, что ты знаешь что в отряде, говорит, есть доктор такой, Подоляка, который спасает людей от вшей, от всяких. Вот у него он изобрел какую-то мазь, и брат к нему пошел, он дал эту мазь. И вот меня выводили за гумно, за сарай этот, счесывали мне вши, мазали этой мазью, и вот так вот Настя меня спасла от чесотки, от вшей. И она просто делилась со мной последним, что у нее было. А в деревню приходили фашисты, начинались вот марафоны, как партизаны называли. Настя брала меня, и мы уходили на болото. Мы иногда по 2-3 дня сидели в болоте, слышали немецкую речь, лай собак, выстрелы.